Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Олег Жилнин, журналист. Сегодня мы находимся на поле, радиополе города Якутска. Я напомню, сегодня день парашютиста. Вы видите точку, куда должны приземлиться наши парашютисты. А сейчас посмотрим, над нами самолет. Раньше это был Анушка, кукурузник. Он нас увидел, облетает. Я прошу показать, сколько людей собралось здесь. Смотри. Полетел. Это что такое? Вот, смотри. Вот первый парашют выпрыгнул, я так понимаю, пока мы смотрим. А, нет, это, наверное, какой-то пристрел, да. Что-то вышло из этого. Подлетает. И прямо... Ну сейчас против солнца ничего не видишь. Надо постараться. Ну как постараться, граната дороже. Вы видите, сколько людей собралось? Сейчас идет, как говорят, смотрите, опять что-то выпало. Здравствуйте. Здравствуйте. Дорогие друзья, мы в прямом эфире. Можно нам прокомментировать, что происходит? И представьте, пожалуйста. Васильев Радий Вениаминович, председатель Федерации парашютного спорта Республики Саха-Якутия. Сейчас происходит начало уже показательных выступлений, прыжки. Сейчас выброшена пристрелка, то есть по ней определяют заход для выброски парашютистов. И дальше будут показательные прыжки. Об этом лучше не говорить, это лучше смотреть. Нет, сейчас посмотрим, просто это пристрелка, это направление ветра, то есть, да, я смотрю, они... Пристрелка выбрасывается, да, для определения точки выброски парашютистов. Потому что парашют – это все-таки небольшой летательный аппарат, который подвержен воздействию окружающей среды, в том числе и ветра. И несмотря на то, что у него есть определенные качества, то есть он может летать, перемещаться, но они тоже ограничены. Поэтому для того, чтобы парашютисты пришли в заданное место, необходимо выбросить пристрелку, определить направление ветра, силу ветра, снос и определить точку выброски. Вот сейчас как раз это и происходит. А вот если посмотреть, я бы прошу показать вот такой крест, да, ну может ближе подойдет. Вот все время показывают, это уже вот крест, это обязательно. Крест – это обозначение точки приземления, это ориентир для парашютистов, куда они должны приземлиться. Крест всегда красного или яркого цвета, чтобы его очень хорошо было видно. Это как ориентир для выброски, то есть пристрелка бросается над крестом, потом от нее отсчитывается, уже определяется точка выброски. Ну и это ориентир для парашютистов, куда они должны прийти. Вот сегодня день парашютиста для Якутска, для Якутии, это что-то отдельное? Ну, наверное, сказать, что это прям республиканский масштабный праздник нет, все-таки это праздник определенного узкого круга, да, людей, причастных к парашютному спорту. Поэтому мы вот решили именно, приурочив к празднику, открыть выставку, чтобы охватить большее количество населения, больше людей, молодежи, чтобы они познакомились, что такое парашютный спорт, чем он прекрасен, чем он интересен, чтобы больше людей увлеклось этой идеей парашютного спорта, потому что это здоровый образ жизни, конечно, в первую очередь, но это дружный коллектив, это общение, это экстремальный спорт. Сегодня все экстремальные спорты очень популярны, развиваются. Поэтому и мы хотим больше рассказать о себе, чтобы нас было больше, чтобы больше людей занималось парашютным спортом. Вот как раз подходит самолет к точке, да? Можно его показать, да? Сейчас же что-то будет происходить уже.
Или это... Нет, нет, сейчас они еще делают проход, смотрят, где упала пристрелка. Пока мы с вами беседовали, я просто не видел, где она. Они сейчас делают, скорее всего, это будет набор высоты. Он разворачивается. Вот сейчас, возможно, он уже выйдет на боевой заход и будут выполняться прыжки. Сейчас мы посмотрим. Нет, ну с погодой, конечно, вообще же замечательно. Погода сегодня замечательная. Небольшой ветерок у земли, он как раз нужен для того, чтобы парашютисты выполнили хорошо. Получается, они сейчас пойдут на второй круг, закончится, потом начнутся основные. Да, сейчас посмотрим. Сейчас Круг, наверное. Я напомню, мы сейчас идем в прямом эфире с парка «Моя история». Рядом находится радиополе, как многие в Якутске его так общают, эту местность. И со мной президент парашютного спорта. Вот началась выброска. Выброска. Да. Первые парашютисты в воздухе. Пошло раскрытие парашютов. Теперь вы уже можете воочию наблюдать, что это такое. Это примерно сколько высота? Это высота 1200 метров, покидание самолета. Раскрытие на высоте 1000 метров. Вот 1000 метров парашют должен быть раскрываться. Это требование правил безопасного выполнения прыжков с парашютом. И самое интересное, вот все время, вот когда кто смотрит, да, нам все время показывают прямые прыжки, а они же не прямо прыгают. Они ошелопируют. Да, это парашюты, конечно, спортивные, у них хорошее качество, то есть у них до 9 метров в секунду по горизонту они могут перемещаться. Поэтому, конечно, они летают. И летать на парашютах тоже очень интересно, я вам скажу. Да. У них камеры там есть на головах? Есть у некоторых спортсменов, у которых есть допуск соответствующий. Ой, это целое дело, да? Ну, любой человек, конечно, просто так не нацепит камеру и не прыгнет. Для того, чтобы прыгнуть, нужно иметь определенное количество прыжков, и инструкторский состав уже определяет, можно ли выполнять прыжки с камерой. Потому что это дополнительный объект, который может помешать выполнению прыжка безопасному. То есть зависит от мастерства? Да, это зависит от мастерства. А вот сейчас вот что они делают прямо напротив солнца? Сейчас они как раз выстраивают заход. Заходить они должны против ветра, поэтому они разворачиваться будут где-то примерно вот здесь над нами, и чтобы приземлиться вот в этом районе креста. Вот как смотрите, раз. Вот идет, да? Да, да. А вот тут поворачивают он за счет определенных рычагов, да? Да, Вот первый идет. Вот, смотрите. Ну, у него сегодня не стоит задача попасть точно в крест, он должен просто показать вам всю красоту парашютного спорта. А вот так вот приземляется, езжает. Это делается подушка. И так Да, спокойно. Когда Вот второй пошел. парашют смотрите, разгоняется, да, перед самой землей он убирает горизонтальную скорость и убирает вертикальную скорость. Получается подушка так называемая и очень мягенько приземляется. Этому долго учить. Да, конечно, это... Во-во-во-во, кто-то в самый центр попал. А, чуть-чуть. Оп. Ой. Ну, достаточно. Парашюты. Вот у нас последний участник, да? Да, парашют действительно уже другие совсем. Да. Оп-оп-оп. Этот чуть-чуть не рассчитал точку приземления последнего разворота. Ветер подул, поэтому, видимо, да? И ветер изменился, да, видите, что он стал попутным в этот момент. Сейчас вот в воздухе находятся спортсмены-парашютисты с флагами. Теперь мы смотрим спортсменов-парашютистов с флагами. И их сколько будет? Ой, 4. 4. Флаг Российской Федерации, флаг Республики Саха-Якутия, флаг Федерации парашютного спорта. Вот это вот два флага, это федерации, вот Да. какой-то что-то олицетворяет. А, вот парашюты там
Смотрите, какая красота. И это в день парашютного спорта. Я так называю, парашютиста. Да, день парашютного спорта, день парашютиста. Красиво. И какая Это флаг прекрасная погода. получается, Российской Федерации, Ага. республики, города, и последний это флаг Федерации парашютного спорта. Вот там на флаге Федерации парашютного спорта основной знак это парашют, да? Или- Там эмблемой парашют и крылья, и стилизировано все-таки под региональные особенности. Это то, что мы находимся в республике Саха-Якутия, то есть на фоне, приближенном к флагу Ну, республики. достаточно сложно же с флагом приземляться, да? Да, это, конечно, это уже более Ух ты. высокий уровень мастерства. О, мощно. Это, по-моему, Борисенко Федик Эдуард. Да. Вот, сейчас еще один. Серега, давай, давай! Не, ну действительно, Давай, давай, Серега! люди, наверное, просто преданы своей профессии. Во-во-во-во-во-во. Ну так мягко приземляться, конечно. О. Вот РПС. РПСБ это Республиканская поисково-спасательная база. Это ваши коллеги, получается. Да, это коллеги, Ух партнеры. ты, я прямо точно попал, а? Так. Вот, и вот сейчас идет флаг Федерации. Да, это уже крайне с флагом Федерации парашютного спорта. И кто его у нас ведет, Так, там пока непонятно. Опа! не знаю, надо посмотреть, кто издалека не узнаю, не вижу. А вообще в среднем какая категория вот, по мастерству? Мастер спорта раньше там и так далее, и так далее. А сейчас вот еще Ну, приземление. сейчас вообще парашютисты, есть, конечно, те, которые занимаются профессиональным парашютным спортом, то есть участвуют в соревнованиях, те также выполняют разряды, и имеют Ох спортивные ты, так точно. разряды и звания. А вообще сейчас система градации, то есть практически так же, как можно условно сравнить с правами на автотранспорт, есть определенные категории, в зависимости от мастерства парашютисту присваивается категория, и в зависимости от категории он имеет право выполнять те или иные прыжки, там, самостоятельно производить укладку, самостоятельно производить выброску. То есть у нас здесь сейчас то, что выполняли прыжки, практически 80% это весь инструкторский состав. А инструкторский состав это значит... Это уже инструктора, которые имеют право не то, что самостоятельно прыжки выполнять, они имеют право готовить парашютистов. То есть готовить, тренировать, подготавливать Это парашютистов. приблизительная категория, как мастер международного класса, нет? Нет, это нельзя сказать, что это мастер спорта международного класса, это именно Ух ты. парашютист-инструктор, который обучает, может обучать, в том числе, кроме того, что сам выполнять прыжки, но и обучать других спортсменов выполнению прыжков с парашютом. Во, в самую точку. Это, вот это, по-моему, Сергей Верховец, это вице-президент Федерации парашютного спорта. Достаточно красочное зрелище. И на сегодняшний день выйдем в эфир, да. Подытожьте вот этот, сзади вас такая прекрасная команда, которая сегодня показала такие красивые прыжки. Тут говорить больше нечего, вы все видели, все красиво и интересно. Увидели, что на самом деле этот спорт не просто интересный, он красивый. И приятно заниматься парашютным спортом, приятно смотреть, когда это красиво, зрелищно. Поэтому ждем всех к нам. Все вот эти все мастера, которые сегодня инструктора, вы когда-то в своей жизни пришли и сделали первый прыжок с парашютом, а потом начали заниматься. Поэтому приглашаем всех, не пугайтесь, не бойтесь, приходите, сделайте свой первый прыжок. А сегодня мы показали, к чему можно стремиться, чтобы потом получать большое удовольствие от хобби, от здорового образа жизни, от спортивного образа жизни. Хотелось бы подсказать им адрес, телефон по возможности, личные контакты, я не знаю. Лично контакты у нас находится, наша страничка в Инстаграм, в Фейсбук, в Тугис, Федерация парашютного спорта, парашютный спорт ЕКТ. Находимся мы на
улицы Бестужева-Марлинского, 5/1, это здание ДСАФ, правое крыло, 2-й этаж. Вход отдельный со двора. Занятия проходят каждую неделю, 3 раза в неделю. Понедельник, среда, пятница, суббота, воскресенье, прыжковые дни. Занятия проходят с 18 часов 30 минут. Можете подходить, записываться, проходить обучение, выполнить первый прыжок. Также на всех этих страничках есть контакты, телефоны, где можно записаться заранее. А мы сейчас пойдем на поле и познакомимся с нашими героями.